Я рад вас всех видеть. Есть о чем поговорить, есть положительное, есть и отрицательное. Мы не должны скрывать друг от друга все то, что сегодня происходит в стране. И я надеюсь на то, что поддержка и бизнеса, и людей, которые занимаются предпринимательством, будет нацелена на то, чтобы государство состоялось. Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что сегодня здесь собрались крупнейшие наши налогоплательщики. Если говорить о некоторых цифрах, начиная от Аквафона, вот на 23-12-15 года сумма уплаченных налогов составила порядка 265 миллионов. Вина и воды Абхазии 166 миллионов. Амобайл 121 миллионов. РН Абхазия 59 миллионов. Премиум 38 миллионов. Пивоваренный завод Сухумский 14 миллионов. Я думаю, что уже будучи руководителями бюджетообразующих структур, знаете хорошо, чего нужно делать на завтра, как себя вести в этих сложных процессах. И я надеюсь, еще раз говорю, на поддержку людей, которые готовы сотрудничать с нами в этих вопросах. Начатые реформы в этом году позволили сформировать совершенно новый бюджет 2016 года. Бюджет развития с увеличением собственных доходов и расходов почти в 2 раза. Кто-то нас ругает, кто-то пытается хвалить. Нам придется попотеть и доказать еще раз самим себе, что у нас есть ресурсы и у нас есть возможности, которые позволят стране выглядеть совершенно по-другому. Впервые мы говорим о бюджете развития, который позволит нам финансировать за счет собственных средств проекты малого и среднего бизнеса по целевой программе в объеме 300 миллионов рублей, которые заложены в бюджет Республики Абхазия на 2016 год. Начатые реформы являются хорошим заделом для дальнейшего поступательного движения. Нашей главной задачей в экономике 2016 года, считаю, это формирование точек роста, обеспечение финансовой прозрачности, вывод экономики из тени, добросовестную уплату налогов всеми участниками экономической деятельности в Республике Абхазия. Здесь самое важное, наверное, для всех, это готовность государства, готовность власти, руководства вывести из тени многое из того, что остается до сих пор за пределами нашего видения. И я не говорю впустую это. Сама жизнь показывает, что у нас очень много возможностей, есть ресурсы, и они должны работать на государство, а не на отдельно взятые карманы. Буквально сегодня даны поручения по отдельным структурам, где, к сожалению, имеет место серьезные нарушения финансовой дисциплины. Как они дальше будут потом обозначены этими структурами, жизнь покажет. Известно, что доля собираемых налогов и сборов в объеме нашего ВВП составляет менее 5%. Это недопустимо. Для сравнения, в России и в странах Организации экономического сотрудничества и развития этот показатель составляет более 35%. Наша задача хотя бы выйти на постепенное повышение от 5% ежегодно хотя бы по 2-3%, иначе мы будем все время просящей страной. В то же время мы должны создать максимально благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, формирования класса предпринимателей и собственников. Мы будем создавать налоговые преференции для начинающих предпринимателей, активно развивать инструменты льготного кредитования, снижать административные барьеры. Нужно максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от избыточного и навязчивого контроля и проверок. Никаких постоянных проверок быть не должно. Я уже ставил эту задачу нашим соответствующим структурам, в том числе и тем, кто проверяет. Нам нужно понять, что эти проверки ни к чему положительному в большинстве своем не дают. Каждый из тех, кто проверяет,
норовит положить в карман. Проверка должна носить соответствующий целевой характер. Если есть какие-либо нарушения, если есть какие-то причины к этим проверкам, вот только тогда можно говорить о проведении соответствующих работ. В прошедшем году были разработаны законы о валютном контроле и валютном регулировании, о предотвращении отмывания преступных доходов, о противодействии коррупции, реформировании закона о специальном налоге и НДС. Мы готовы к дальнейшим масштабным реформам, таким как реформа закона о бухгалтерском учете, внедрение современных электронных технологий в области документооборота, реформам в области банковской деятельности и страхования, дальнейшего укрепления антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере инвестиционной деятельности и сокращению количества неэффективных налогов. Моим распоряжением была создана рабочая группа по оптимизации налогов, сборов платежей. Наша главная цель – довести количество налогов до самого минимума, сделать процессы уплаты налогов простым, прозрачным и автоматизированным. В нынешнем году Центром стратегических исследований при президенте Республики Абхазия была разработана и презентована стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года. Думаю, что тот форум, который мы проводили по данному документу, были соответствующие суждения. Есть и плюсы, есть и минусы. Никто не говорит, что документ совершенен. С ним нужно работать, но цели определены и задачи. Также определен необходимый объем инвестиций. Главное, нам важно выработать совместно с руководителями крупных предприятий, с людьми, которые обладают большим практическим опытом, рыночные механизмы, определить приоритетность тех или иных шагов, которые позволят нам успешно реализовать стратегию социально-экономического развития нашего государства. Мы будем оказывать всестороннюю поддержку важным и приоритетным инвестиционным проектам. Это, в свою очередь, будет способствовать приходу в страну современных технологий во все отрасли экономики и позволит Республике Абхазия выгодно и успешно и конкурентоспособно участвовать в евразийском интеграционном процессе. К нам проявляют значительный интерес в последнее время. И проявляют не просто бизнес-структуры, а проявляют государства, которые, возможно, пока еще долго будут не готовы нас признать, но в экономическом отношении готовы с нами сотрудничать. Буквально несколько дней тому назад здесь была делегация из Китая. Сегодня я встречался с малазийской группой. И это все структуры, которые готовы с нами основательно работать, включиться в процессы нашей активной работы в становлении нашего государства. Но и здесь нужна как раз-таки работа не одной в самой власти, а именно включение возможностей наших бизнес-структур, наших подразделений, которые могли бы в полном объеме работать с этими людьми. Думаю, что только сообща мы, без всякого сомнения, сможем выработать и реализовать принципиально новые подходы в обеспечении безопасного и устойчивого развития нашей страны на дальнейшую перспективу. Сегодня я хотел бы услышать и от вас, что нужно сделать еще для того, чтобы поддержать бизнес, чтобы возросла его конкурентоспособность, обеспечить поступательное развитие экономики, формирование прочного предпринимательского класса. Что в большей степени сдерживает развитие нашей страны? На что в первую очередь нам следовало бы обратить внимание? И я буду признателен вам, если у нас сегодня состоится открытый деловой разговор. Понятно, что всех вопросов решить в одночасье будет невозможно. Но и нужно понимать, все то, что есть у нас на сегодняшний день, не должно быть разрушено. Мы зачастую видим, что идет конкурентная борьба, но в конкурентной борьбе, наоборот, должно быть развитие, а не убивать то, что у нас есть. И поэтому я просил бы сегодня, чтобы на нашей встрече прозвучали ваши сомнения, ваши предложения, ваша готовность включиться во все эти процессы. Я, например, считаю, что он у нас нормальный, что отношения многих к структурам государства нормальные, многие выполняют свои обязательства, но есть, конечно, те, которые не выполняют. Они и в каждом государстве есть. Но сегодня перед нами стоят новые задачи в связи с принятием нового бюджета. Внутренние все резервы, которые могут быть у самого бизнеса,
рассмотреть так, чтобы мы достигли этих высот. Знаете, в каждом предприятии есть определенные внутренние резервы, которые не всегда учитываются, когда все хорошо, но когда, если еще, говорят, поднапрячься, можно еще больше выявить. И я думаю, они есть. Есть разные предложения, которые вот вы высказали, я вот тут хотел бы внести маленькие предложения, что, может быть, создать определенную структуру в правительстве и поручить, кто конкретно будет отвечать за развитие малого и среднего бизнеса. Понятно, что государство выделяет 300 миллионов, но потом, знаете, получается, эти миллионы какие-то становятся бесхозные. То ли банки за них должны отвечать, то ли правительство должно отвечать, то ли еще кто-то. В итоге никто конкретно за этими предприятиями, куда эти деньги выделяются и как они работают, нету никакой конкретики. Кто-то должен отвечать. С кого-то, не знаю, как вы, как руководитель государства, с кого-то должен спросить, как этот деньги куда пошли, как они используются. То у нас много было примеров раздачи денег, и теперь тяжелая участь их сбора. Может быть, учитывая ситуацию, вернуться к ежеквартальному анализу экономического положения. Честно говоря, я не помню, что по итогам года где-то какой-то глубокий анализ производился, и чтобы четко на солнышко надо вытаскивать тех, кто плохо работает, кого-то и похвалить надо, но этого пока не происходит. Знаете, даже малое дитя и то требует заботы и опеки от бизнеса. Он такой интересный. Если его не очень контролируют, он может перетекать в другие формы. И контроль государства соблюдаться будет в том, когда будет анализ. Чем больше анализа, тем больше контроля. Вы говорили о контрольных проверках. Желательно, чтобы вот все контрольные организации, которые занимаются контролем, имели бланки строгой отчетности. Надо вернуться к тому, что не имеет значения. Прокуратура проверяет, АБЭП проверяет или еще кто-то. Все должны иметь бланки строгой отчетности. И это приведет к тому, что таких разных непонятных движений бесконтрольных, оно уменьшится. И, во-вторых, у контролирующих органов появится больше ответственности за проводимую работу. И там писать акт, я сегодня напишу, а ты завтра мне принеси деньги, а акт порву, это уже немножко тяжелее будет. Учитывая, что у нас две отрасли являются приоритетными, туризм и сельское хозяйство, вот по примеру ряда стран сделать определенные налоговые льготы для развивающегося туризма. Вот в Турции очень четко определена роль туризма и привлечение людей, которые хотят заниматься туристическим бизнесом. Государство разработало очень строгую такую систему кредитования, льгот. И почему бы нам не перенять? Если мы хотим развивать эту отрасль, знаете, можно давить, но с другой стороны надо ее и развивать. Если ее не развивать, не давать льготы, не давать возможности приводить за счет государства определенные, он будет таким же партизанскими методами действовать. Больше контроль государства будет над всем его развитием. И то же самое в сельском хозяйстве. И я думаю, у нас давно этот разговор идет, и были дискуссии. Сельское хозяйство у нас, честно говоря, в очень тяжелом состоянии. И для того, чтобы развивать личные подсобные хозяйства, которые являются основой сегодня всего сельского хозяйства, надо упорядочить, во-первых, роль крестьянина, дать ему какой-то статус, потому что сегодня он никто. В число работающих он не попадает, хотя он производит продукцию, а он нигде не числится. Если сегодня взять нашу статистику, вообще его нету. Во-вторых, если он даже желает получить кредит,
он нигде не может его взять. То есть много там вопросов, которых надо какое-то законодательство привести в порядок, и я думаю, и плюс, конечно, Национальному банку подумать все же, как вот сельское хозяйство отдельно кредитовать, не как, ну, торговля это другое дело, а вот сельское хозяйство, оно специфичное. Это, во-первых, самое рисковое предприятие, которое много зависит от Господа, Бога, от многих факторов. И гарантированно, что завтра будет урожай, никто не может. То, что мы зарабатываем, мы должны, значит, вкладывать в том числе и в развитие объекта, вот в это межсезонье. Вот. Ну, вы правильно сказали, Рауль Джумкович, что в этом году было много туристов, в 2016 году, я думаю, будет их еще больше. Вот. Но проблема, это хорошо, конечно, но наряду с этим возникает проблема. Какая? Дело в том, что российский турист объездил практически, очень путешествующая нация, она признана. Вот, ездит по всем, ездила, вернее, вот, допустим, Турция, Египет там, и так далее. То есть они будут сравнивать это однозначно. Приехать они приедут, вот, но они будут смотреть, в каких условиях они будут отдыхать, как они будут питаться, какие услуги мы можем и сможем им предоставить. Значит, это вопрос очень серьезный, чтобы нам потом, значит, не столкнуться с недовольством туристов, потому что, к сожалению, за исключением, может быть, там буквально нескольких объектов, в основном новых объектов, по стандартам многие объекты наши не соответствуют тем стандартам, которым сегодня, значит, мировые стандарты, которые сегодня существуют. Вот. Я вот хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что, вот, допустим, что нам делать в этой ситуации? Если вот вы говорили о том, что какие-то налоговые, может быть, послабления, вот тоже НДС, может быть, оставлять на развитие этих предприятий. Может, потому что это, на самом деле, это очень сложно. Нам вот в этой ситуации нам очень сложно. Вот, к примеру, я могу сказать, что по поводу финансирования. В 2010 году нас профинансировали. Значит, там порядка 29 миллионов рублей. Значит, из них мы гасим этот кредит. Да, мы взяли кредит, мы гасим его. Но я что хочу сказать. В 2010 году, получив этот кредит, мы вернули государству в виде налогов 54 миллиона. И параллельно мы, значит, гасим тот кредит, который, значит, у нас есть. Но работая 4 месяца в году, это сложно сделать. Вот, поэтому курортная сфера, она нуждается, раз мы говорим о том, что курорты и сельское хозяйство являются приоритетными направлениями, то, конечно, нужно вкладывать обязательно. Что мы можем, допустим, предложить на зимний период? Ну, в советские еще времена была курортология у нас очень сильная в Абхазии. У нас есть все ресурсы для этого. Курортологические объекты были, которые в запущенном состоянии, которых практически нету, как инфраструктуры просто. Наверное, акцентировать все-таки надо на оздоровлении. Для того, чтобы к нам приехали в межсезонье оздоравливаться, нужно, конечно, создавать условия. Курортология – это сфера деятельности, предположим, еще других каких-то подразделений. У вас вот непосредственно ваш вот комплекс Айтар, на что готов пойти на то, чтобы, как говорится, изменить облик, во-первых, самой гостиницы, чтобы стать, как говорится, вот то, о чем вы говорите, круглогодичным объектом, который может принимать от начала до конца года. Вот помимо того, что вам помогли, предположим, беспроцентный кредит, или там, как хотите его называть, вы все равно его обязаны возвращать, и вы в то же время вернули там, в размере 54 миллионов в виде налогов. Но если практически нет соответствующего развития объекта, так вы будете и получать все время эти кредиты, и возвращать их, и не при этом облик этого, как говорится, объекта будет не меняться. Поэтому нужно подумать о возможностях наращивания не только усилий со стороны государства, но и возможностей, которые должны быть выстроены с теми же людьми извне нашего, как говорится, государства. Есть такие предложения, есть такие люди, и с ними нужно выстроить. Эти люди должны быть, во-первых, гарантированы и вами, и властью. Во-первых,
безопасностью инвестиций, которые будут сюда введены, а у нас зачастую мы сами кидаем этих людей, начиная от государства и кончая отдельно взятыми людьми. Практически мы не защищаем эти инвестиции. Вот надо поставить, наверное, вопрос и защиты этих инвестиций, поиска людей новых, которые пришли бы и готовы были бы с вами выстроить эти работы. Мы готовы, я еще раз говорю, помочь и еще раз, и еще раз. Но этого, наверное, не будет достаточно, потому что таких, как ваш объект, еще много, как говорится. Но надо создавать и свои собственные усилия, которые позволили бы изменить положение дел. Конечно, количество туристов будет нарастать. Сегодня уже показательно то, что на зимние каникулы практически объекты наши все забронированы. Разве это уже не положительная тенденция, в отличие от прошлых лет? Но здесь есть еще и другие вопросы. Наравне с тем, что мы можем подготовить свои объекты в рамках ваших возможностей, нам нужно и еще извне подвести соответствующие возможности. Это энергетика, это водоснабжение. Не приедет турист там, где нет света, там, где нет воды, там, где практически все эти проблемы не будут решены. Поэтому это взаимосвязь, это наша вместе совместная работа. И поэтому давайте говорить, выработаем эту соответствующую схему. Мы готовы в свою очередь содействовать тому, чтобы у вас возникли такие возможности. И в свою очередь вы должны соответствовать тем требованиям, которые стоят перед государством. Сегодня ваше выступление предварительным, Владимир Владимирович, прозвучала для меня ключевая фраза. Готовясь к этому нашему сегодняшней встрече, я все-таки готовился немножко по более прикладные вопросы. Мы направили в Министерство экономики по предложению по изменению там, налоговых каких-то ставок, да, но это все мелочи. Если идет речь о каком-то стратегическом понимании развития. Вот эта фраза ключевая ваша, да, вот то, что вы сказали 5%, ну, может быть, это, я не знаю, насколько точная цифра, 5% это налоговая составляющая нашего ВВП. Я вот вспоминаю где-то выступление одного из членов правительства нашего, скажем, десятилетней давности, там была фраза, что мы составляем наш собственный бюджет, естественно, мы не учитываем российскую помощь, он является фискальным, и это плохо, надо другие источники. И это вот это кардинально, да, противоположно, вы сегодня сказали. Я вот это самое главное, с этим согласен. Бюджет должен быть фискальным на большую часть, то есть основным наполнением бюджета должны быть налоги. Не доходы государства, например, как там, нефть или что-то такое, как в России, а вот именно это вот ключевая вещь. Если мы идем в эту сторону, то надо, значит, всю экономику вот в подобном ключе и развивать, то есть делать ставку на частного, на бизнес. Ведь мы сейчас говорим о государственных предприятиях, но вот смотрите, давайте возьмем примеры даже нашей страны или вообще любых стран. Никто не сможет мне убедительно привести примеры эффективного государственного предприятия. Я сейчас не говорю о «Газпромах» и там Роснефти, но Россия немножко пример не совсем показательный, потому что эти предприятия не совсем, как сказать, открытые, они находятся в монопольном положении, и у них есть ресурсы, таких, которых нет у нас. И поэтому, значит, эффективность частного бизнеса, она доказана. Но при этом, конечно, тут вопрос очень сложный, потому что есть такое, мне кажется, неправильное понимание патриотизма, когда говорит, что вот предприятие государственное, и да, как его можно давать в частные руки, как будто тот же частник, и из частников и состоит наше государство и наше население. И частник может вполне эффективно и более эффективно, чем государство, распорядиться этим. Мне кажется, нужно в этом пути идти. Оставить какую-то часть, скажем, стратегических действительно вещей. Ну, например, железная дорога, хотя это тоже не священное, может быть, ее можно тоже, да, передавать каким-то образом в частные руки. А передачу даже в том случае, в нашем случае, можно даже производить таким образом. Вот есть какие-то объекты, которые, я не знаю, ну, находятся в аренде, или они государственные, или они захвачены. Все мы знаем, да, есть такие вещи. Государство может пойти на такой шаг радикальный, что вот, оно дает собственность тому человеку, кто там находится, если там нет каких-то войны, там, споров и так далее, даже бесплатно может быть, да. Я думаю, что это вызовет шквал, наверное, критики, но с обязательным условием, что там через 2 года или через 3 года там будут вот такие условия, там будет работающее эффективное предприятие. И если не выполняются эти условия, то тогда предприятие отбирается и уже находится там другой какой-то инвестор. Ведь посмотрите, сколько у нас 20 лет стоят, сколько объектов, которые не развиваются именно из-за этого. И потом, скажем, находясь
или в арендном, или в государственном состоянии, да, вот такое предприятие, например, как вот Айтар, оно не может найти инвестора. А если оно там будет право собственности, инвестора найти гораздо легче. То есть это вот, мне кажется, если это вот взять за основу, понятно, что тут есть вопросы, конечно, вот справедливости вот такого распределения, да, подобных наших ресурсов, этих людей. Да, вот это будет элемент какой-то несправедливости. Ну, всеобщей справедливости не бывает. Плюс, конечно, к обязательствам государства в этом, да, нужно, естественно, навстречу поставить сознательность граждан по уплате налогов. Потому что у нас, на самом деле, вы правильно сказали, огромное количество. Вот есть предприятия, которые на виду, естественно, вся нагрузка на них. А основная часть населения, она просто уходит мимо налогообложения. Это, наверное, какая-то электронная, наверное, регистрация всех налогоплательщиков, введение, наверное, ИНН, вот как сделано во многих. И вот этот НДС злосчастный, на самом деле он не ведет к удорожанию. Ведь мы НДС все равно же мы собираем с покупателей, мы его все равно собираем и должны платить. И тот НДС, который мы заплатили на границе при ввозе какого-либо товара, груза, мы его потом ставим к зачету. Но тут главная цель не в том, что увеличивается цена. Тут отсекается этим законом нелегальные провозы, нелегальная реализация. То есть смысл немножко совсем в другом. Мне кажется, вот главная задача государства должна быть стимулирование производства, любого производства, а не, скажем, торговли. Вот в силу, видимо, послевоенной ситуации или вот нашего тогда, когда у нас ничего не было после разрухи, у нас абсолютно очень хорошо развита система торговли. Вы видите, это и мелкие торговцы, это и крупные. А любое производство, которое пытается встать на ноги, оно сталкивается с колоссальными трудностями. И оно находится в неравных условиях с торговлей. И вот этот, мне кажется, НДС это очень хороший шаг. Хотя очень сложно, я вот с людьми общаюсь, очень сложно доказать, что это не так, но это, мне кажется, это первый шаг по защите производителя. Потому что производитель, вот как же происходит уплата НДС? Да? Когда ты занимаешься производством, у тебя множество отношений внутри, да? И ты платишь НДС за услуги, которые предоставляют. Но потом ты этот НДС ставишь к зачету, потому что ты завез. А тот, кто торгует, он купил здесь, да, и продал клиенту. У него очень низкая процент НДС, нет, очень низкий процент НДС, который он может поставить к зачету. Для него это существенный будет, конечно, подорожание. Да? А еще хуже будет это для нелегальных участников. Если, конечно, учесть, что нужно предположить, что это они будут контролировать, скажем, на таможне. Почему? Ну, простой пример. Да? Вот вы знаете, сколько, скажем, автомобилей продается в Абхазии. Причем дорогих автомобилей у нас, наверное, один из самых таких в процентном отношении, один из самых лучших. Но у нас до сих пор нет ни одного более-менее приличного автодилера, который бы спокойно потом мог работать от производителя, осуществлять сервисную поддержку и тому подобное. Почему это происходит? Потому что если он легально начнет завозить, ему придется продавать автомобиль с НДСом. Да? Вот это опять-таки тот же самый злополучный НДС. А сейчас что у нас происходит? Оформляется, кто-то перегоняет сюда машину, просто платит таможенную пошлину и потом перепродает как частник частников. НДС здесь не возникает. Естественно, ни один официальный дилер с этим конкурировать не сможет. У него изначально цена выше будет на 10%. То есть вот плюс, как сказать, введение ввозного НДС, хотя бы минимальный. Но я не согласен. Почему? Дело в том, что сегодня легального бизнеса 40%, а 60% нелегального. И это идет от многих органов, которые этим занимаются. Представляешь, что получается? Легальный бизнес, который четко выполняет свои обязательства перед государством, ему деваться нету, да? Потому что он все делает прозрачно, сталкивается с нелегальным бизнесом. Это так называемые наши, газелистов нету. Торговля, да, мелкая торговля. 60% товаров заводится этими непонятно кем. И это не учитывается так, как нужно учитывать. И они завозят товары любой номенклатуры, и которые ни акцизом они не облагаются. Он может завести сегодня, условно, 5 ящиков водки. Если я завожу официально, я должен платить акциз, налог, НДС, все должен платить.
А он завез 5 ящиков водки, ничего не заплатил, отдал в левую продавцу, тот продал в левую, деньги поделили, и все на этом закончилось. Дальше что? Геннадий Леонидович, я думаю, что здесь как раз-таки вот для того мы и собрали, чтобы вас всех услышали. Я слышу эти разговоры, когда говорят о том, что вот там одни имеют возможности открытую работать, другие, практически занимающиеся ввозом соответствующих групп товаров с мелкими партиями, они, мол, пострадают, и они будут нести соответствующие, мол, нагрузки. Понятно, что кому-то будет от этого нелегко. Нам нужно сделать эту работу прозрачной. Нам надо создать условия. Нет, я вот к чему говорю. Некоторое время тому назад слышал тоже по поводу и ситуации, связанной на границе с Орехом. Очень много было вопросов. Мы за все годы не получали ни одного рубля в этом процессе. Но, может быть, нам следует сесть и продумать дальнейшие наши завтрашние шаги для того, чтобы правильно выстроить работу в этом направлении. И акыршукса, акым зарыкхаудзу. Издырует их чаду, арт аусы зва яртна, проблема ко ицеге проблема цхамцартипш. Аха они иззо ханфизжуй, иззо хуа ханфизжу. Урт гицургатуми и арпштумир дыры арцойха. Если кроме, как говорится, возмущений у них это не будет вызывать, и кроме того, что они готовы выйти на улицу, то это не решит наших задач. То, что было здесь сказано по поводу тех же 5%, ну, извините меня, я ее округлил, эту цифру. Она и того менее. Если говорить о общем объеме торгового оборота в 60-65 миллиардов, ну, посмотрите, какой объем наших собственных возможностей отражен в нашем бюджете. И мы хотим при этом стать государством, независимым, суверенным государством. И потом еще, как говорится, обращаемся к Российской Федерации, дайте нам деньги для того, чтобы мы встали на ноги. Мы получаем эти деньги, но эти деньги не играют положительной роли для того, чтобы экономика наша развивалась бы. К сожалению, мы их проедаем. Это так называемые социальные проекты. И хотелось бы, чтобы сегодня как раз-таки была возможность вот реально сопоставить тот общий торговый оборот с теми возможностями, которые должны быть у государства, чтобы мы поднимались бы. Согласен с вами с тем, что бизнес должен получить поддержку, частный бизнес должен развиваться, и государство должно пойти навстречу, создавая определенные условия. Но и частный бизнес должен пойти нам навстречу. Зачастую, и мы не всегда видим все те причитаемые государству налоги. Деньги не всегда видны. Но давайте будем говорить откровенно. Есть же такие вопросы, которые мы хорошо знаем. Двойная бухгалтерия, так называемая, существует в некоторых предприятиях, она есть. Для чего она делается? Для того, чтобы вот тому же работнику дать больше в виде заработной платы, которая не учитывается ни в каких документах. А завтрашние потом пенсионные проблемы, которые возникнут между работодателем и работником, нести должно будет государство. Человек получал на руки 30 тысяч, а на бумаге указывают 10 тысяч. Как это, как говорится, будет сочетаться с теми действиями, о которых мы с вами должны, во всяком случае, говорить? Поэтому вот много вопросов. В целом, я думаю, что вот взаимоотношения государства и бизнеса должно быть встречным движением. Не может государство на этапе даже становления бизнеса требовать от него сиюминутных, как говорится, налоговых высоких показателей. Все эти вопросы должны решаться. И поэтому мы с вами здесь сегодня собрались для того, чтобы хотя бы услышать друг друга и потом уже закладывать те реальные шаги, которые позволят нам выйти на совершенно другой путь развития и взаимоотношений. Взаимоотношения государства с предпринимателями, безусловно, это тонкая материя. Здесь ни одна, ни другая сторона не должны перегибать. Вот этот вот баланс соблюдения интересов обоих сторон, он должен быть, безусловно, учтен в законодательстве, ну, в основном в налоговом законодательстве.
В нашем законодательстве я считаю, что это все учтено. На мой личный взгляд, я здесь не буду спорить с людьми, которые считают, что налоговые ставки в Абхазии высокие. В целом налоговое бремя невысокое, небольшое. Можно даже сравнить с другими близлежащими странами. Общая налоговая нагрузка на бизнес в Абхазии ниже. Вот этот баланс, он, безусловно, не священная корова, он должен меняться в зависимости от обстоятельств. Ну, скажем так, бизнес всегда имеет тенденцию к более быстрому росту и развитию, чем за ним успевает законодательство. Но это во всех странах так. У нас появляются разные формы бизнеса, бизнес усложняется. Там 20 лет назад была только торговля, сегодня уже высокие технологии. Раньше было просто там контракт двухсторонний, сейчас в контракте 3-4 стороны, международные отношения возникли экономические и так далее, и так далее. Здесь, конечно, законодательно надо это все успевать, узаконивать, делать более понятные, простые правила игры. Но вот достаточно лояльный налоговый режим, безусловно, не предполагает отсутствие необходимости внесения в текущее законодательство изменений. Но для начала я считаю, что необходимо все же начать и принять налоговый кодекс. Это то, от чего все исходит. Дальнейшая налоговая система исходит все из этого документа. Второй очень важный для государства в первую очередь, но и для предприятия вопросов – это бухгалтерский учет. Реформирование бухгалтерского учета – старая тема. Начиналось там не раз, на моей памяти раза два озвучивали. Но, на мой взгляд, это не так сложно, как звучит, тем более в Абхазии. Есть уже давно разработанные программные решения, которые нужно просто принять, освоить их к нашей специфике и, я не знаю, сделать какую-нибудь там электронную веб-версию, чтобы предприниматель... Вот сегодня мы имеем контрагентов, которые по-старому приносят нам ржавые, коричневые, желтые бумажки, там счета, акты. Ну, это уже несерьезно. Эта реформа бухгалтерского учета, она, конечно, очень много покажет. Там, где было сложно вести бухучет, много форм отчетности и так далее. Все, если это упростить, сделать несколько простых, понятных форм, и бизнесу, и предпринимателям, которые работают вполне возможно без высшего экономического образования, это было понятно и просто. Кто там мгновенно перешел бы на эти отношения. Дальше, уже касается так бизнеса, я хотел бы затронуть вопрос об исключении двойного налогообложения. Вот сегодня, к сожалению, это межгосударственный скорее вопрос, а не только наш. Здесь от нашего желания мало, может быть, что зависит, но надо, на мой взгляд, актуализировать этот вопрос. Очень часто возникает ситуация, что налоги российскими предпринимателями, уплаченные здесь, там, к зачету, кто-то может взять, кто-то не берет. Обратно ситуация такая же. Это все решается достаточно сложно. Я понимаю, это может политика, экономика и так далее, но мне кажется, что это актуально, надо вот в этом направлении тоже ставить вопросы и решать. Далее, так вот, менее значимые вопросы, может быть, в контексте сегодняшнего разговора, но все же более такие, скажем так, практические вопросы. К примеру, налог на дивиденды. Для многих бизнесменов это актуально. Официальное распределение прибыли, оно сегодня в Абхазии, некоторые считают, что я в том числе, это двойное налогообложение, когда ты заплатил НДС, заплатил налог на прибыль, распределяешь прибыль акционеру, и с этого тоже ты должен заплатить. Вполне возможно, опять-таки я возвращаюсь к тому, что сказал, налоговое законодательство должно быть актуальным. Если это сегодня актуально, это надо сегодня своевременно исправлять. Причем я не считаю, что налог на дивиденды не должен быть вообще. Просто я считаю, что он должен быть выгоднее, чем в близлежащих странах, чтобы инвесторам международным, один из показателей было интересно, давайте вложим в Абхазию, потому что там распределять дешевле. Если это там на 1-1,5% выгоднее, скажем, чем в России, может, это не интересно. А если бы это было кратно меньше, это было, может быть, интересно. В целом налоговая нагрузка небольшая. Следующий вопрос, такой тоже, может, более бухгалтерский.
но есть такое понятие, как нематериальные активы. Да, там, программные продукты, лицензии, ноу-хау приобретенные и так далее, и так далее, и так далее, компьютерные программы. Вот амортизация нематериальных активов сегодня в Абхазии имеет срок в 10 лет. Ну, приравнена к основным средствам. Вот тот технологический сектор, который я представляю, здесь это актуальная задача. Я думаю, коллеги по цеху меня поддержат. На мой взгляд, ну, может, не радикально, но следовало бы пересмотреть этот показатель. Я думаю, что там срок в 3 года, это было бы более-менее понятно, потому что вот иногда бывает, что вот приобретенный там лет 10 назад нематериальный актив, сегодня он уже не актуален, есть его более совершенные версии, а мы его все еще держим на балансе, с ним живем, амортизируем его и так далее, и так далее. То есть это такой момент, который можно оперативно изменить, в том числе потому, что здесь не требуется изменения законодательства, это все на уровне правительства можно решить. Один из таких же вопросов, которые можно решить на уровне правительства, это, к примеру, учет процентов по кредитам, взятым на приобретение основных средств. Сегодня у нас эти проценты должны уплачиваться с прибыли. Их нельзя включать в состав затрат. На мой взгляд, это несправедливо. Почему? Потому что ну, обстоятельства такие, контекст мы понимаем, отделенность предпринимателей Абхазии от всяких лизинговых схем приводит к тому, что очень часто приходится просто брать кредит и покупать, скажем, там какое-нибудь оборудование. А проценты по этому кредиту предприниматель не имеет права учитывать в затратах. Обязательно платежи с прибыли. И вот этот налоговый эффект, он исчезает. Это не очень выгодно. На мой взгляд, здесь тоже, опять-таки, не следовало бы подходить радикально, просто взять и разрешить все в затраты включать. Может быть, нет, но какую-то долю, скажем, половину или 3/4 от этой суммы следовало бы пересмотреть. Это тоже вопрос, который на уровне правительства может быть решен. И есть еще один момент такой, старый вопрос, старая проблема. Это налог с процентов по международным кредитам. Ну, к примеру, в отрасли, в которой я работаю, есть поставщики, которые могут предложить оборудование в рассрочку с уплатой процентов. Получается, что вот с этих процентов, которые я должен поставщику потом заплатить, вот с этих процентов 20% налога я должен удержать здесь. Эта практика во многих странах есть, в российской практике тоже это есть, но 20% это много, на мой взгляд, да. То есть сегодня, если мы можем привлечь, скажем, или товарный кредит, или, может быть, в силу того, что ну, крупный бизнес требует уже крупных кредитов, да, там в 10-15 миллионов это несерьезно уже для нас деньги, для инвестиций. И мы можем выйти на российский рынок, на международный рынок, привлечь тоже финансовый кредит в большой сумме. Но проценты по нему мы должны здесь же налогооблагать. К большому сожалению, эти поставщики, эти кредиторы, они не захотят делиться этими 20%, и бизнесу нам приходится доначислять сверху 20%, платить им и проценты, и здесь налоги. Достаточно обременительно. Ну, это не полный перечень. Я вот имел беседу с министром экономики, мы нашли общий язык в некоторых вопросах. Но, к большому сожалению, пока это все вот как-то не двигается, вполне возможно, что ну, просто сейчас год закончится, может, с Нового года с новыми силами возьмемся за эти вопросы, и хотелось бы, чтобы они были решены. Одна из важнейших задач, и я с вами согласен, это перераспределение, правильное перераспределение налоговой нагрузки среди всех участников хозяйственной деятельности. К сожалению, у нас, и здесь тоже я согласен, сказано, многие уходят, в смысле, и вообще не участвуют в этом процессе, и основное бремя несут, и правительство понимает, и это для нее очень важная проблема, которую мы пытаемся. И, кстати, я вам доложу, что в учете, в смысле в нормальном, имеет огромное значение казначейство. Да? Мы его не смогли ввести, мы этот вопрос поднимаем. Не совсем наша вина, мы не имеем к этому отношения. Это поэтапно. Казначейство, бухгалтерский учет и все остальное. Я обещаю вам, что мы в течение года большинство этих вопросов снимем. Я имею в виду с налоговым законодательством и всеми остальными законами, которые идут, в смысле, касающиеся экономических
вопросы есть у нас созданы по направлению, работаем мы с вами. И добавлю, конечно же, у нас что есть первичный учет бухгалтерский, вы видели где-нибудь кассовые аппараты? Как нам считать, что у нас вообще, сколько денег поступает и что? К сожалению, за 20 лет люди привыкли, что кассовые аппараты не нужно, и это будет, в смысле, огромное сопротивление, мы понимаем, мы обязательно в этом году начнем их внедрять. Но вот тут интересна такая мысль. Значительную массу же играет, получается, это торговый товарооборот, играет, получается, импорт также. А есть ли у нас какие-то определенные правила внешнеэкономической деятельности, которые бы могли регламентировать работу, скажем, маленького оптовика, среднего, крупного оптовика? Ведь элементарный пример, вот Евразийский союз, Россия, Белоруссия. Не может человек из Рязани с 3 миллионами денег в кармане поехать в Минск, купить на базе ассортимент продукции, привезти и в своем магазине продавать. Почему? Потому что каждая из этих стран, Белоруссия и Россия, при всей любви и дружбе друг к другу, очень внимательно отслеживает взаимозачет НДС. Потом, соответственно, есть определенные другие платежи, да, акцизы и так далее, и так далее. А у нас получается все-таки по-другому. То есть реально любой человек может взять, с деньгами поехать в Краснодар, купить на базе, да, и привезти. Да, он там купит официально в кассе. Когда я об этом говорю, зачастую беседую с друзьями и так далее, мне говорят, ты, говорит, корыстный интерес преследуешь, ты, говорит, занимаешься крупным оптом, хочешь мелкий опт задавить. Не хочу никакой мелкий опт давить, я хочу заниматься своим бизнесом. Вопрос в другом. Вопрос в том, что мы говорим об осветлении оборота. Как мы его осветлим, если мы бесконечно мотаемся с темными деньгами через границу? Получается, как-то надо это поэтапно, тихо-тихо привести к какой-то легализации, чтобы все-таки был прозрачный процесс. Это же есть в Евразийском союзе, это же есть в Европейском союзе. Из Литвы в Латвию не ходят наличные деньги, вот так не бродят латыши к литовцам, не топаскают по 10, по 15 миллионов, там, не знаю, в кассу друг другу. Все это осветленное должно быть. Понятно, что мелкий не может работать так, как крупный. Ну давайте для него сделаем какие-то правила. Пусть мелкий имеет свои правила, крупный свои правила, но пусть они будут. И пусть эти деньги ходят между банками, не знаю, и банки заработают, и люди заработают. И тот, кто сегодня думает, что его кто-то, грубо говоря, душит, на самом деле он научится. Он научится, он станет сильнее, станет выше. Это, понятно, за день не сделаешь, это может быть социальный взрыв. Но если потихоньку к этому идти, к этому придем. А так без конца жаловаться друг другу, что вот там кто-то взятку взял, кто-то серый сделал. Мы так можем и 30 лет жаловаться, а это будет продолжаться. А вот сейчас как раз звучала мысль об организациях, которые оказывают услуги на территории Абхазии. А вот получается, скажем, подготовил человек проект, да? Ну, ему российский банк через там вот комиссию, т.д. выделил деньги. А не попадают ли эти деньги, эти кредиты под, скажем, тот момент, что надо будет за них... Предприниматель взял кредит в России, там, не знаю, 20 миллионов. Хочет создать производство на селе. А тут, получается, за этот кредит он еще 20% должен заплатить. Да, вот тоже получается вот такой момент. Ну, я уже молчу о том, что мы за транспорт постоянно платим 6%. Вот, к сожалению, наши абхазские водители не могут из Европы привезти груз. Нам его возят российский. Там счет выставляется, сейчас, знаете, евро-доллар вырос. Счет выставляется порой 8-10 тысяч долларов за машину. А мы, получается, 6% тоже сумма. Ну, мы-то платим, но если так подумать, получается, без конца платим. К сожалению, запросы банковского предпринимателей в десятки раз больше возможностей кредитного портфеля банка в Абхазии и коммерческих банков. Поэтому сегодня мы стоим перед очень сложной задачей. Тот портфель, которым обладает Банк Абхазии сегодня, он может удовлетворить потребности 3, максимум 5 крупных предпринимателей. И на этом деятельность Банка Абхазии как кредитора может быть закончена. И по большому счету это проще. В январе выдал 5 кредитов надежным крупным налогоплательщикам, закрыл банк, до Нового года больше делать нечего, учитывая тот объем денег, который есть. С другой стороны, мы идем по другому пути, мы хотим привлечь как можно большее число участников, и правильно было сказано, что нужно
поддерживать особенным образом мелких предпринимателей. Именно поэтому мы часто приходится отказывать крупным, очень хорошим, надежным заемщикам, где нам намного проще и меньше рисков выделить сразу сумму 100 миллионов, 150 заемщику. И мы знаем, что никаких проблем не будут, и налоги он платит, и кредит вовремя вернет. Но мы понимаем, что тем самым мы лишим возможность 150 мелких заемщиков участвовать в программах, получать кредиты. Но мы на это идем. И, понятно, мы слышим недовольство, что не всем хватает, очень много требуется, значит, проверок пройти, потому что мы все же рискуем этими средствами, но мы надеемся, что мы будем находить формы дальнейшей поддержки, значит, предпринимателей в виде кредитования. Естественно, мы стараемся использовать каждую свободную копейку, которая есть в Абхазии. Мы работаем на пределе, практически ни одной копейки, которая есть в банке, не даем, грубо говоря, лежать спокойно. Все деньги в работе, естественно, они должны способствовать развитию нашей экономики. Что мы наметили в этом году, я конкретно одну вещь хочу сказать, но откуда должны поступать какие-то деньги. Мы хотим создать новую государственную компанию страховую, учреждению которой будет Национальный банк, и дополнительно какие-то деньги оттуда тоже мы ожидаем и будем их иметь, потому что это тот инструментарий, который, в смысле, должен работать нормально. Я уже не говорю о том, что у нас нету с вами продажи, в смысле, ценных бумаг и все остальное. Это у нас нету, потому что инструмент интересный, но мы еще немножко бедны для этих. Наши предприятия не могут этого всего пока выполнять. То есть сам рынок не можем сформировать. Конечно, поднимаем там разные вопросы, много их. Сейчас если есть необходимость, мы тоже с вами встретимся, более подробно об этом скажу. Я согласен с председателем Национального банка, денег катастрофически не хватает для развития нашей республики и тех возникших возможностей. Но будем искать. Я рад, честно вам говорю, нашему первому разговору. Конечно, не все, наверное, и вами сказано, и я пока, к сожалению, на все вопросы, которые вы ставите, дать буквально завтра все положительные решения, вряд ли мы сможем это сделать, но стремиться к тому, чтобы очень быстро и скоро все эти вопросы были бы сняты, нужно. Несомненно, ситуация непростая. Многие вопросы, которые мы перед собой ставили еще вчера, сегодня стало не так легко решать. Общий тот кризис, который бушует во всем мире, он не может не сказаться и на Абхазии. Мы тесно сплетены во все экономические процессы. То, что и происходит в самой России, то, что происходит вокруг нас, дает определенные сложные процессы и для нас. У нас вот, как бы мы там не считали в плюс в бюджете 2016 года, мы должны уже продумать и некоторые вопросы, связанные с выпадением некоторых объемов в свете тех процессов, которые происходят у нас. Мы должны продумать, как их заместить, каким образом. Но самое важное все-таки готовность наших людей, нашей страны стать суверенным государством не изменилась. Мы должны сделать все, чтобы себе в первую очередь доказать, что мы можем жить, что мы должны жить за счет своих собственных ресурсов. Да, они сегодня не самые большие, не самые значимые, но они есть. И они дадут нам возможность завтра совершенно по-другому выглядеть. И табу бетах манифестхот, ашук социаева, агуамча губзера загифзигишут, сгуяна говорит, егехцуц гезерге, хат джабала, хабхзашулы архаз, зяха патух заклот. Шанбзела.